Добрый вечер. Вы смотрите программу «Территория права» и я, Елизавета Чистоедова. Бывают случаи, когда мы покупаем вещь, а она не подходит. Возможно, ей разонравилась. Или покупаем дорогую бытовую технику через интернет, а когда получаем, понимаем, что приобрели совсем не ту вещь, которую описывали. Часто люди смиряются с неудачной покупкой. Просто некоторые не хотят тратить нервы и время. А тем временем в большинстве случаев покупатель имеет право вернуть или обменять товар. Те, кто знает свои права при обмене и возврате, так и делают. А те, кто не знает, сами платят за ремонт. Итак, что мы должны знать при этом? Об этом мы сегодня разберемся с главными специалистами, экспертами отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора Республики, с Людмилой Дмитриевной Спиридоновой и Евгенией Витальевной Ярковой. Здравствуйте. Здравствуйте. Согласно закону о защите прав потребителей, если юридически грамотно разрешить конфликтную ситуацию, то результатом могут стать не только возвращенные за некачественный товар денежные средства, но и компенсация морального вреда. Отметим, что закон создан специально для защиты прав и интересов широкого круга потребителей при возникновении конфликтных ситуаций между потребителем и продавцом. Однако, к сожалению, покупатели чаще склонны выбрасывать только что купленные, но уже непригодные в пищу продукты, чем приложить хоть какие-то усилия для защиты своих прав. Такая позиция абсолютно не оправдана. В настоящее время все большее число продавцов признают законные права потребителей. Продавец должен знать, что возврат осуществляется в течение 2 недель. То, что если не работает терминал, также можно сделать возврат через Сбербанк Бизнес. Он осуществляется немного дольше, от 10 до 30 дней. То есть продавец все равно должен принять возврат. Также возврат наличными проводится до 3 дней тоже. То есть продавец может до 3 дней вернуть покупателю возврат наличными. Возврат по терминалу может пройти сразу в день. Многие потребители страдают от необоснованных и неправомерных действий продавцов именно в ситуациях, когда хотят вернуть или обменять товар надлежащего качества. Если речь идет о товарах ненадлежащего качества, продавец хотя бы пытается решить ситуацию и рассмотреть возможные варианты. Однако, когда потребитель основывает свой возврат товара словами «не нравится» и «не подходит», то количество незаконных отказов со стороны продавца или изготовителя возрастает в значительной степени. Нередки случаи, когда продавцы незаконно сокращают сроки, установленные для возврата или обмена товара, обуславливают такой обмен или возврат наличием дополнительных, не предусмотренных законом условий или иным образом нарушают права потребителей. Итак, мы просмотрели видеосюжет о возврате товаров надлежащего качества и ненадлежащего качества. Что это за товары, пожалуйста, можно объяснить? Ну, товары надлежащего качества — это в первую очередь товары, которые отвечают своим потребительским свойствам, то есть отвечают тем задачам, для которых они предназначены. Да? Качество товара потребитель может определить прежде всего визуально. Ну, то есть внешний вид. Да, внешний вид, там соответствие тому, какой он вообще должен быть, да, этот товар. Некачественный обычно тоже на первый взгляд сразу можно заметить. Чисто по внешнему виду. А уже свойства, которые технические, да, насколько он качественно там прорабатывает какое-то свое свойство. Допустим, возьмем мясорубку, да, может, она некачественно как-то крутит мясо. Да, это может уже определить эксперт, который имеет специальное образование. А вот такие внешние, это уже сам потребитель может определить. То есть, как мы говорим, товарный вид. Товарный вид, да, должен проще быть, говоря. При первом же взгляде должен смотрится красиво, обложка там. Сохранены все ярлыки, все, да. Понятно. А вообще во избежание неприятных ситуаций, какие права предоставлены потребителю? Потребитель в случае обнаружения недостатков в товаре имеет право потребовать обмена на товар такой же марки, либо потребовать обмена на товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены, либо потребовать возврата денег, отказаться от купли-продажи и вернуть деньги. Чтобы реализовать свое право, да, какие условия должны быть, там, сроки? Для возврата некачественного товара
либо качественного товара, который не подошел по размерам, габаритам, свойствам, по цвету, да, он обращается к продавцу с соответствующей претензией. Претензия составляется в простой письменной форме, в произвольной форме, да, в 2 экземплярах. Один экземпляр передается продавцу, второй экземпляр остается у покупателя. А можно ли вернуть товар в магазин без объяснения причин? Такого основания нету. Не должно быть. Не должно быть такого. То есть обязательно должен какой-то, Ну да, какая-то либо причина. причина Не подойти возврата, по да. размеру, либо по свойствам, по габаритам. Тогда в каком случае можно вернуть товар в магазин? Ну, прежде всего, это некачественная вещь, да. Во втором случае это, ну, допустим, не подходит по фасону, по размеру, по габаритам, ну, по цвету даже. Вот, но при этом есть перечень товаров, которые не подлежат возврату и обмену. Мгм. Вот А это в стоит каком учитывать. случае могут тогда отказать в товаре в магазине, ну, в возврате? Допустим, вы купили качественную технически сложную вещь, как холодильник, да, или та же мясорубка. Вот. Если она качественная, то вы не можете, к сожалению, ее вернуть. Можно я добавлю, да? Конечно. Вот если товар был в употреблении, да, потерял свои потребительские свойства, товарный вид, сорваны ярлыки, ценники, вот тогда магазин может отказаться в возврате и обмене товара. Мгм. А Незаконных что товаров. делать? Может быть, очень такой простой, глупый вопрос, но тем не менее очень много спрашивают, да? Что делать, если товар не понравился? Ну, вроде бы как в магазине, ну, понравился, да, вещь, понравилась, пришла домой и подумала, что мне, оказывается, это не нравится. Ну, в таком случае нужно в претензии указать то, что не подошел фасон, да, цвет не Цвет. подходит, размер не подходит. Нужно указать обязательно, вот, по каким причинам он сдает тот или иной товар. И у него есть еще право обменять, то есть на другой другой. цвет, да, другой размер, А другой марки? другой марки даже Тоже может, можно, да. А если эта вещь стоит чуть дороже там или чуть Если дешевле? стоит чуть дороже, соответственно, он может добавить. Может добавить. Если меньше, то продавец ему возвращает разницу, да. Мгм. Даже если у товара все в порядке с качеством, его все равно, то есть можно сдать обратно или получить свои деньги тоже можно. Да, можно. Ну, например, опять же, вот тоже платье не подошло к туфлям, кроссовки там не того размера, да. Или, допустим, я купила диван, а он у меня не вписался, ну, как бы по габаритам, так скажем, или по цвету, может быть, оказался не так. Да, можно, конечно. Можно, Потребитель претензии имеет подать. право на это. Мгм. Вот что для этого нужно? Допустим, продавец скажет: нет, вы диван как бы купили этот, то есть диван можно вернуть, да? Любую мебель. Не Нет. любую. Есть мебельные гарнитуры, допустим, диван плюс кресло, да, там шкафы, вот, которые как в комплекте идут. Такие гарнитуры не подлежат возврату. И если мебель сделана на заказ, при этом выполнена качественно, она тоже не подлежит возврату. Потому что это, Регламентируется постановлением правительства. да, ну и сделано именно по индивидуальным свойствам. То есть именно по размерам, которым захотел сам потребитель, именно на его вкус и цвет. Мгм. Но а в каких случаях? А в этом случае вообще человек может обратиться к экспертам, допустим, скажет, почему не имеете права, ну, принимать, ну, как бы мебель? Но если он не уверен в качестве, то, конечно, он может вернуть. То есть в любой момент Да, если- гражданин имеет право Да, обратиться? если продавец, допустим, не согласен с тем, что потребитель утверждает, что он некачественно выполнен, да, вот этот вот мебельный гарнитур, он может провести экспертизу. Мгм. То есть самостоятельно может? Или кто оплачивает за эту экспертизу? Если на товар есть гарантия, то экспертизу проводит продавец. За счет Да, магазина, за счет магазина Магазина. производится. А если при этом будет установлено, что товар все-таки явился качественным, то стоимость этой экспертизы возмещает потребитель. сам? Мгм. А потом, если потребитель сделал самостоятельную экспертизу, и при этом установлено, что товар действительно некачественный, продавец ему возмещает стоимость этой экспертизы. Мгм. Да, экспертиза стоит недешево, поэтому это такой вопрос
Если вы прям 100% уверены, то да, конечно, можно вперед. Но, послушаем. Ага. но до проведения экспертизы нужно провести обязательно оценку качества Да, товара. проверку Мгм. качества. И кто это делает у нас? Делает продавец Мгм. у себя в магазине. То есть да. при продаже, да? Или когда человек Не, уже вот Когда вернулся, человек обращается в допустим, магазин, вот тогда проводится оценка качества. Если вот покупатель изъявляет желание присутствовать при оценке качества, то они обговаривают дату и время и проводят оценку качества. А если потребитель не согласен с результатом проведенной оценки качества, то уже проводится экспертиза. Ясненько. Давайте тогда мы послушаем, что нам говорит эксперт. Если продавец не хочет менять товар и говорит, что вы сами виноваты, требуйте провести экспертизу. Если магазин сам на ней настаивает, его право. Вы можете присутствовать при проверке и потом оспорить ее результаты. Обращаться в основном, если выявлен факт заводского брака, либо вообще в целом товарищеская экспертиза, она отвечает на вопросы по выявлению дефектов товаров. Дефекты могут быть устранимые и неустранимые, либо это заводской брак. Следует отметить, что есть понятие качественного и некачественного товара. Качественный товар у нас, мы можем его вернуть в течение 14 дней, если, допустим, не подошел товар при наличии чека и товарного вида. Также следует отметить, что, может быть, это некачественный товар, ненадлежащий товар. Тогда, соответственно, мы рассчитываем на возврат оплаты в течение 10 дней. Если продавец, допустим, определяет качество товара, это 7 дней. И если товар подлежит ремонту, это 45 дней. И следует отметить, что продавец имеет право отказать о выплате денежных средств, либо о замене товара в случае, если товар является ненадлежащим качеством внешний его вид. То есть он уже использовался, есть износ, и товарный вид он потерян, да? Соответственно, они могут отказать. Если не верите магазину, проведите экспертизу сами. Расходы потом возместят. Проследите, чтобы у эксперта было образование и сертификат. Заранее сообщите продавцу, что заказали экспертизу. Для экспертизы установлены сроки. Магазин не может проводить ее месяцами и оттягивать возврат денег под предлогом, что заключение пока не готово. Скажите, пожалуйста, а есть ли перечень товаров, группа товаров, да, скажем, не подлежащих обмену и возврату? Ага. Есть перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену. Это медицинские изделия, товары, которые предназначены для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях, книги, брошюры, буклеты, животные, растения, технически сложные товары бытового назначения, да, на которые распространяется гарантийный срок не менее 1 года. Также предметы личной гигиены не могут быть обменяться. Вот вернемся опять же к товарам по индивидуальному заказу, который делают. Можно ли вообще вот вернуть? Почему вот нельзя, еще раз можно повторить, почему нельзя их вернуть, если товар, допустим, вот мебель я заказала, по индивидуальному заказу? Ну, потому что это есть индивидуальный заказ, как бы. Пусть он будет даже качественный. То есть оно не может подойти любому потребителю. Простое объяснение, да? Именно на его вкус, цвет, по его размерам, по его проекту, да, как он захотел, индивидуальные свойства, именно по То есть его такое желанию бывает, выполнено. да. Да. Вот по своему желанию я заказываю там с птичками, там стол, Да, стулья, да, да, но потом допустим. почему-то эта мебель мне не понравилась, и я имею право не имею права, да, тогда возвращать. Допустим, они мне... Если он качественно выполнен, да, он всё качественный. да, всё все равно, соответствует договору, вы же подписываете договор, все согласовываете, да, там предварительный договор, там потом уже вы, наверное, уже смотрите, да, на каком-то этапе, да, заказа своего, да. И при этом вы все согласовываете, все это оформляется. И вы с этим согласны, и потом как-то, Всё-таки... если все сделано именно так, как вы хотели. Конечно, если там уже какие-то отступления имеются, вы имеете право отказаться от этого товара. Понятно. А в какие сроки производится возврат денег и товара? Всегда по-разному, да?
На какой именно вообще? Вообще общий В основной? общий, да, Да. общий, на общий основе. Но общий, если, допустим, дистанционным способом, да, как мы говорили, сейчас очень многие заказывают там с Wildberries, с Озона. Мгм. До момента того, как вы получили товар, до того, как он к вам еще не приехал, вы можете отказаться в любой момент. Когда он уже к вам приехал, вы его получили, подписались, это уже по истечении 7 То дней. есть это вы уже говорите про, Это по дистанционной, да. Да, А это вот, очень вот актуальная вы в тема. магазине купили, то до 14 дней. Мгм. То есть временный возврат. товар я получила по Мгм. посылке, да? Мгм. Открываю посылку, Мгм. вещь мне подходит, Мгм. но цвет не нравится. Мгм. Мгм. Вот. Тогда я что делаю? Пишите претензию, там же на Обращаетесь к месте, продавцу. да, обращаетесь. Указываете Мгм. причину, по которой возвращаете товар. И требуете. Что именно требуете? Или обменять, или возврата. Мгм. Ну вот посылку, допустим, вот говорите Озон, да? Мгм. Я получаю, я должна открыть посылку при них или дома открываю? То есть, ну чтобы... Ну, лучше, как это? конечно, всего, как показывает практика, нужно открыть, проверить, Да. получили вы качественный товар или нет. Потому что потом будет очень сложно доказать, Да, что вот я это про вы это не хочу. сами, да, там по дороге где-то уронили, разбили. Да, да, да. Да, вот это доказать сложно. Мгм. Поэтому, Поэтому, лучше, да, не если вы отходя хотите уже себя на месте. обезопасить, нужно проверить. лучше всего при Обязательно, них да. вскрыть. Проверить, примерить, да, посмотреть там все красиво, некрасиво. Мгм. А в этом случае транспортировку кто будет оплачивать? Допустим, вот обратно я возвращаю товар. Если некачественный товар, Мгм. то расходы несет продавец. А если же качественный, то это по желанию продавца. То есть на сайте обычно это указывается. Мгм. Расходы несет потребитель, либо же продавец. Мгм. Ну, то есть при оформлении я должна все равно внимательно прочитать. Да, эти На условия. сайте да. указываются обязательные адрес, да, местонахождение, юрлицо, индивидуальное предприятие, наименование, да, Мгм. условия покупки, цена товара, размеры должны быть указаны обязательно, и условия возврата товара и Мгм. денег Мгм. тоже указывается. Понятно. А при отсутствии товарного чека или кассового, да, либо иного подтверждающего оплату Нет. товара документа, мы можем вообще вот ссылаться на свидетелей? Допустим, я пришла с подругой, да? Да, конечно. Но я чек где-то потеряла. Отсутствие чека, оно как бы не является основанием для отказа. Вы можете ссылаться на любые свидетельские показания, и даже сам факт приобретения, допустим, может быть, такая вещь продается только в этом магазине, да? Ну, любое обстоятельство, которое может доказать, что вы приобрели этот товар. И свидетельские показания в том числе. А если у меня свидетелей нет? И товарного чека нет, но продавец меня знает Да, по-любому, да? И я Мгм. сама в этом магазине приобрела тот, допустим, костюм, Мгм. но товаровед мне говорит, нет, ничего не знаю. Можно предложить переписку, если она Да. велась, да, или документ, подтверждающий факт оплаты. Это банковские выписки. Да, допустим, сейчас Можно многие предложить, ага. оплачивают все картами, и можно приложить вот выписку, там же Да. все видно. То есть на телефоне имеете в Мгм. виду? Да, Приходит же можно. у нас вот сообщение. Любое да? обстоятельство, которое может указать на то, что вы приобрели товар. То есть Не обязательно свидетель. Это Мгм. может быть, да, как хотите. Любые Вот, да, подтверждающие любые документы. ясно. подтверждающие. То есть Мгм. товаровед, продавец обязан у меня принять вещь. Ну, там же, опять же, определенный срок должен же быть, да, наверное? Да, Я же не должна, я, наверное, должна принести в течение вот 14 дней, Да. сказали, да? Качественный товар. Качественный Мгм. товар. Ага. В течение 14 дней. А некачественный товар можно вернуть в течение гарантийного срока. Если гарантийный срок не указан, то в пределах разумного, но не более 2 лет Мгм. А вот можно предъявить. шубы, например. Мгм. Сейчас у нас очень много шуб продается. Через какое-то время то ли он отклеивается, то ли он начинает рваться, да, или там шерсть начинает как-то, там, грубо сказать, линять начинает. Ну, допустим, происходит? человек купил шубу летом, да, Мгм. он ее не носил, там повесил в шкаф, наступила зима, поносил 2 дня и увидел, что некачественно выполнена шуба, и в таком случае он в этот, сезон, Да, да. да, он в Срок этом сезоне, исчисляется с момента наступления вот именно сезона. именно с Зимы, да, наступления допустим. зимы, Ага. допустим, он вправе предъявить претензию. То есть не с лета, когда он Мгм. купил вещь, Да. да, а с зимы.
То есть ну вот это на очень сезонные товары интересно. тоже распространяются вот свои сроки. Ага. С начала Да. зимы он может предъявлять требования к продавцу. Это в основном на меховые изделия, да, получается? Ну, На сезонных любые товаров, сезонные вещи. На обувь, допустим, да. одежду, коньки, лыжи, Мгм. ага, вот шубы. А вот это да, кстати, очень интересно. Допустим, летом Мгм. на скидках купил зимнюю обувь, ну, ты, Да. допустим, да, он же летом не будет их носить, Конечно. зимой он уже вправе как бы предъявить претензию, несмотря на то, что прошли сроки. Мы же имеем привычку, да, то есть когда именно вот покупаем вещь, когда не сезон, ну то есть Да. с определенной скидкой Мгм. для своей же выгоды. Но при этом иногда бывает то, что продавцы отказывают на основании того, что человек приобрел на скидке или там на распродаже. Мгм. Это не является основанием для отказа. То есть, ну, это незаконно. В Если этом даже случае, человек приобрел с да. огромной скидкой, Ага. все равно он имеет такие же права, как бы он купил без скидки. Мгм. В этом случае, если, допустим, продавец у меня не соглашается принимать мою вещь, иду в Роспотребнадзор, да? Да. Ну, прежде Направляем всего претензию, да. заказным письмом с уведомлением. Это понадобится в последующем при обращении в суд, то есть у него будет уже доказательство того, что он попытался решить спор в досудебном порядке, либо обратиться в Роспотребнадзор. Мгм. А каков там порядок будет? Там можно подать через сайт Управления Роспотребнадзора Онлайн, Республики то есть, Якутия. да? Ага. Мгм. Там нужно пройти авторизацию, приложить документы и изложить суть жалобы, либо обратиться в канцелярию. Туда нужно Ну, подойти, письменно, то есть приносит оригинал документа, да? копии документов Копии приносят, документов, ага, ага. и обращение на специальном бланке. Мгм. И в какое время, за какое время? Срок это рассмотрения рассматривается? обращения гражданина до 30 дней, то есть максимум, да, может, если нагрузка небольшая, то, конечно, рассматривается быстрее. Мгм. Вот. Хотелось бы сказать, что Роспотребнадзор не вправе заставить любое лицо совершить какие-то действия, да, то есть не может быть такого, что там, мы, да, принудили принудительном продавца порядке. вернуть, да, вот вы обязаны, верните ему деньги. Такого нет, это решается только в судебном порядке, но мы можем помочь потребителю написать исковое заявление, либо же обратиться в судебные органы в его защиту. То есть мы можем представлять его интересы. От имени управления. Да, от имени Роспотребнадзора. управления. Вот так вот. А как часто граждане обращаются в Роспотребнадзор? Насколько вот нарушаются права потребителей? Ну, жалоб много. Хочется Честно узнать. скажу, очень много, да. А в каких случаях вообще вот обращаются? Или им, вот, как мы говорим сейчас, просто не понравились кроссовки, или телевизор там, допустим, или мебель, вот шуба? Чаще обращаются по бытовой технике, да? Ну, Некачественной бытовой, бытовой да. технике. Ага. Мгм. Такие жалобы бывают. И на продукты питания, на некачественные продукты питания. Да, кстати, к сожалению, у нас продукты питания бывают, да, действительно, даже я Да. сама лично Мгм. иногда вот покупаю, открываю йогурт, там наверху плывет вода, внизу там это, а в магазин уже Вот про неохота идти, молочные да. продукты тоже следует обращать внимание сейчас на код Data Matrix, честный знак. Да, вы, наверное, заметили сейчас Мгм. на молоке, там сметане есть иметь такой маленький штрих-код. Мгм. Он как QR-код, только поменьше. Мгм. Вы можете скачать приложение «Честный знак», просканировать, и там выйдет вся информация. Когда Состав, изготовлено. да, когда было изготовлено, когда было привезено. Вот вся информация там содержится. Мгм. Если же нет такого знака, да, Это именно нет, на молочной это продукции? на молочную продукцию, да, Мгм. сейчас это уже обязательно. При выбытии из кассы это, ну, в общем, это обязательно для всей молочной продукции, и сейчас для воды тоже на этапе обязательной. Вода, которая продается Бутилированная в вода, да. магазинах. Да, да. Ага. Также на шубы тоже честный знак, На обувь. на обувь тоже честный знак имеется. Если вы хотите быть уверенным в качестве товара, который вы приобретаете, следует обратить внимание на этот знак. То есть добросовестный производитель, он соблюдает все вот эти вот обязательные требования, да, правила. Недобросовестный, соответственно, Ну, пропускает да, это, пропускает Сигареты как-то, можно да. тоже проверить, ага. Мгм. Ясно. Спасибо, кстати, очень даже интересная информация. Мы об этом не знали, многие, наверное, не знают. Спасибо, что приняли участие. Спасибо за Спасибо нужную за информацию. приглашение. Да, будем знать теперь, как говорится. Спасибо. Спасибо.
Как вернуть товар в магазин, если дефектов нет? Не пользуйтесь покупкой, не нарушайте пломбы и фабричные ярлыки. Проверьте, подлежит ли товар обмену и возврату. Докажите факт покупки в конкретном магазине, лучше всего чеком. Напишите заявление на обмен и возврат товара. Если продавец согласился вернуть деньги, потребуйте акт или накладную о возврате. Храните эти документы, пока не получите деньги. Если вернуть деньги не получается, пишите претензию на имя директора и подайте жалобу в Роспотребнадзор. Итак, если хотите вернуть товар в магазин, но не понимаете, имеете ли на это право и как это сделать без больших трудозатрат. Главный закон, на который нужно опираться при любых разбирательствах, связанных с возвратом товара, это закон Российской Федерации о защите прав потребителей. Так что, если вам необходимо вернуть товар или деньги за товар, сразу покажите продавцу свою грамотность и готовность идти до конца. Да, и главное, ваша покупка не должна входить в перечень товаров, не подлежащих возврату. Сюда, как сказали наши эксперты, входят товары гигиены, лекарства, мебельные фурнитуры, ювелирные изделия, оружие и прочее. Их вернуть нельзя даже через день. Будьте внимательны, до встречи ровно через неделю.